Зарабатывать без помощи властей научились в отдаленных селах Кыргызстана. Именно там самый высокий уровень безработицы. Жительницы Высокогорья, там, где земледелие развито слабо, обучили огородному делу представителей международных организаций. В итоге десятки семей завели собственный бизнес, но и теперь кормят себя и соседей. Жазгуль Каримова расскажет подробнее. Приусадебный участок у Чинары Медербековой 20 соток. Из каждой она собирает богатый урожай. Моркови, капусты, огурцов хватает и для семьи, и для продажи. Премудростям огородного дела женщина обучилась на специальных курсах. Земледелие в селах Высокогорья развито слабо. Здесь всегда было в приоритете животноводство. Крупных ферм, как раньше, нет, работы не хватает, а детей надо кормить. Специалисты ООН предложили поучаствовать в программе. Дали качественные семена, оборудование для теплиц, обучили технологии высаживания этих культур. И вот результат. Вырастить и собрать урожай – только полдела. Важно его сохранить, сделать запасы на зиму. Специалисты рассказали, как правильно консервировать овощи, искать покупателей и заключать договоры с магазинами. Пока женщины готовят маринады вручную, в домашних условиях. Но в планах построить мини-перерабатывающий завод. Продажа овощей каждой семье приносит $1000 за лето. По местным меркам немалые деньги. Ведь по данным ООН в республике более трети населения живет в бедности, а уровень безработицы почти 9%. Труднее всего приходится именно жителям отдаленных сел, особенно женщинам. На сегодняшний день наши женщины собрали в денежном выражении около 2 200 000 сомов. Это $41 000. Такую сумму собрали женщины села Байзак. На эти деньги они задумали расширить хозяйство, закупить новые семена и теплицы. Но все дела весной. А сегодня праздник урожая. Гостям из соседних сел предложили овощи из собственных огородов и маринады. Жазгуль Каримова, Улан Мунаимов, Перлан Макаев, Мир 24. Сегодня в республике открыли свой мини-бизнес уже несколько сотен крестьян.